Добрый день, дорогие друзья, с вами на связи Канабек Шадыканов. И в этом видео мы подытоживаем подготовку документов на получение ВНЖ для нашего знакомого, которого подписчика из Алматы, Дамирага. Наша подготовка начиналась с документов. Мы договор аренды в 3 раза переделывали, потому что арендодатель неправильно заполнил и некоторые графы были пусты, поэтому это заняло у нас 3 дня. И первый совет, который я хочу вам дать, когда вы на территории Турции заключаете договор аренды жилья с арендодателем или может быть или агентством по недвижимости, которое сдает квартиру, обращать внимание на правильное написание квартиры, в котором вы живете. Обычно они путают, некоторые цифры неправильно дописывают, пропускают какие-то буквы. Поэтому это первое условие, чтобы по компьютеру пробивали и правильно печатными буквами написали, чтобы избежать всех нюансов, которые могут возникнуть во время заверения нотариально. Да? Не обращать внимание на название улицы, название квартиры, номер дома, чтобы было отчетливо написано. Итак, мы, получается, все документы подготовили. Если старше 65 лет, то страховка не нужна. Поэтому страховку мы не делали для Дамирага. Получается, мы онлайн заявление подали. И рандеву назначено на февраль месяц, 10 февраля. Но после того, как мы заполнили онлайн-заявку, ближе к рандеву нужно будет получить налоговый номер. Сейчас порядок получения налогового номера изменился, но это вполне возможно. Нужно заранее подать онлайн-заявку, и, возможно, здесь потребуется и хэш-код для того, чтобы получить онлайн-очередь, и потом они назначают. Очереди в банках. Длинные очереди в банках — это нормальное явление. Вот тут Зират банк, большая очередь. Домино пицца. И вот 11-й нотариус. Получили, нотариально заверили. Теперь идем ксерокопию снимаем. На этом уже все. Все уже сделали нотариально с 3-го раза. Да, непростое это дело. Теперь осталось, нужно распечатать. И ждем рандеву, которое будет в феврале. Хорошо. Все, основное, все, что нужно, мы сделали. Между прочим, в Турции не везде можно поменять, вернее, получить доллары в наличкой. Они только меняют по текущему курсу. Сегодняшний курс доллара 7,4 по отношению к 1 доллару. Здесь есть парнишка, который делает ксерокопию по 0,50. Мы сейчас копию сняли.